Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. На защиту Родины. Мы здесь собрались, чтобы отдать дань уважения нашим отцам и дедам, которые нас защищали в свое время от этой нечисти. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Новые шаги развития. Когда речь идет о развитии предпринимательства, предприниматели, сами объединившись, могут сделать себя эффективнее в разы. В Очкой-Мартановском районе прошел предпринимательский саммит. Какие вопросы обсуждали, смотрите в нашем выпуске. Самобытный край. Регион очень все красиво, очень чисто, ухоженный. Чеченская Республика стала популярным туристическим направлением. Чем привлекает туристов субъект, расскажет наш корреспондент. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов провел совещание по программам оздоровления государственных и муниципальных финансов, а также созданию рабочих мест. Обо всем по порядку. Валентина Гусевская. На повестке совещания правительства Чеченской Республики 4 темы для обсуждения. Среди них подведение итогов прошедшего года, а также распределение финансов и создание новых рабочих мест. Обсуждали вопросы в здании парламента региона. Расширенное совещание провел председатель правительства Магомед Даудов. Поводом стало подписание главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым соглашения с Минфином России о мерах социально-экономического развития и оздоровления финансов региона. Благодаря принятым мерам все социально значимые обязательства бюджета в 2024 году исполнены. А бюджет на 2025 год принят со снижением уровня дефицита на 4 миллиарда. Открыл обсуждение руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике Саид Тумхаджиев. Согласно его докладу, в 2024 году в бюджет региона поступили налоги в сумме 30 миллиардов 287 миллионов рублей. Руководитель ведомства уделил внимание тому, что с начала установления минимальной ставки удалось привлечь на налоговый учет более 3000 предпринимателей из других регионов страны. Динамика поступления в консолидированный бюджет республики в сравнении с 2023 годом составила 141,7%, в том числе республиканский бюджет 145% с плюсом 6 миллиардов рублей, местные бюджеты 136,2% с плюсом 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Положительные темпы роста обеспечены по всем ключевым налогам, в том числе налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и имущественные налоги. Особый прирост поступлений приходится на налоги специальных налоговых режимов, так называемый УСН. До 2027 года в регионе действует программа оздоровления государственных финансов. Заместитель председателя правительства, министр финансов Чеченской Республики Султан Тагаев отметил, что от выполнения плана по поступлению налогов и неналоговых доходов в бюджет региона зависит выполнение запланированных показателей, а также рассказал о результатах оптимизации расходов. В целом бюджетный эффект от оптимизации сокращения расходов бюджета в рамках реализации программы составил на 2024 год 2 миллиарда 382 миллиона рублей, что на 626 миллионов рублей или на 35,7% превышает целевой показатель в соответствии с программой. Министерство финансов проанализировало расходы муниципальных образований и разработало план по закрытию долгов. Организована работа по рассмотрению предложений органов местного самоуправления по увеличению расходов на текущий финансовый год за счет остатковых средств на счете бюджета на начало финансового года и поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета сверх утвержденных бюджетных назначений с подготовкой мотивированных заключений обоснованности предлагаемых изменений на увеличение расходов для дальнейшего принятия решения о согласовании либо их отклонению. В ходе совещания председатель правительства Магомед Даудов подчеркнул важность заключенного соглашения с Министерством финансов России. У нас программа принята в рамках соглашения между главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и Министерством финансов Российской Федерации и является одним из инструментов обеспечения дополнительных поступлений в бюджет республики и оптимизации расходов. Поэтому программа должна быть актуализирована. Все ее мероприятия должны строго исполняться. И это касается именно программы оздоровления муниципальных районов.
Обсудили также итоги реализации дорожной карты, которая предусматривает улучшение ситуации на рынке труда. Численность безработных граждан в конце 2024 года составила более 38 тысяч. По словам вице-премьера, министра экономического развития Рустама Шаптукаева, в 2025 году разработан план по созданию новых рабочих мест. Проведена работа по сбору информации о количестве рабочих мест в экономике и социальной сфере Чеченской Республики, планируемых к созданию в 2025 году в рамках реализации государственных программ, национальных проектов, инвестпроектов, прорывных проектов и непрограммных мероприятий. Так, согласно представленным на сегодняшний день данным, в 2025 году планируется создание 2764 рабочих мест. Особое внимание уделили трудоустройству выпускников учебных заведений. Министр образования и науки Хошбау Дидаев предложил внести изменения в распоряжение правительства от 15 мая 2024 года. Пункт 37 третьего раздела мероприятий в сфере образования в ожидаемом результате исключить повышение численности выпускников, ставших самозанятыми индивидуальными предпринимателями с отражением дохода, ввиду отсутствия у Министерства образования и науки Чеченской Республики ресурсной возможности влияния на ведение налоговой и иной отчетности самозанятых. Данные преобразования рассчитаны на улучшение благосостояния граждан Чеченской Республики. Такого курса придерживаются все ведомства региона. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Сайдали Ампукаев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Новая партия добровольцев готова пополнить ряды спецназа «Ахмат». Официальные лица субъекта проводили бойцов из Грозного в зону проведения специальной военной операции. Материал с места событий подготовила Медина Мударова. Храбрость и мужество. Этими словами можно охарактеризовать каждого, кто здесь находится. С начала спецоперации Чеченская Республика стала центром притяжения добровольцев. Сюда съезжаются бойцы со всех точек России. Все ради одной цели – избавить Украину от нацистов и бандеровцев, а также защитить мирное население. На протяжении 3 лет из столичного аэропорта Грозный-Северный в зону специальной военной операции отправилось порядка 22 тысяч добровольцев. Традиционно с напутственным словом к бойцам обратились официальные лица. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов напомнил о главной цели спецоперации и отметил, что в борьбе поможет только братская сплоченность. Мы здесь собрались, чтобы отдать дань уважения нашим отцам и дедам, которые нас защищали в свое время от этой нечисти. И, конечно, долг перед Родиной. Удачи вам, берегите себя, друг друга, поддерживайте, настраивайте. Вы сами знаете, вот те, которые уже 2-й, 3-й и последующий раз там побывали, знают, что такое боевое братство и боевая братская поддержка. Бойцы, я от вашего имени, мы все хотим поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который нам помогает. Будьте уверены, вы уже об этом и знаете, и те, которые уже там побывали. Самое главное, чтобы у вас все было. Такое поручение дано года 3 почти назад Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, Герой России, генерал-полковник, глава республики и непосредственно наш куратор. Министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов в свою очередь отметил героизм российских добровольцев, который уже известен во всем мире. У нас есть такая пословица: ночью появляются в небе звезды. Когда трудные времена наступают для нашей страны, появляются достойные патриоты своего народа. Низкий поклон вашим родителям. Удачи вам. Берегите друг друга, слушайтесь командиров. Ахмат, сила России, мощь, Аллаху Акбар. Перед отправкой добровольцы прошли краткие курсы боевой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Они владеют всеми необходимыми навыками для победы над врагом. Абсолютно у всех боевой настрой. Не надо мужикам сидеть на диванах. Вот им надо поднять и защитить свою родину, чтобы их дети были в защите, в достатке. Вот из-за этого мы и едем. Настрой уже понял, ума шех давас. Сега защищать беш нахмабай, ахтешта. Сайгаражи мохер дас, я ждавучу. Настрой боевой, мотивация какая? Мотивация, чтобы быть примером в первую очередь для молодежи, чтобы родители гордились, да, чтобы нацизм не процветал. Захожу через уши уже 2-й раз, все устраивает. Обеспечение, обучение, одежда, все дают.
В составе новой группы находятся как новобранцы, так и те, кто отправляются в зону специальной военной операции не в первый раз. Среди них инструктор Центра военно-спортивной подготовки Российского университета спецназа Дукваха Шавхалов. На Украину отправляется уже второй раз. Мы сами видим, наблюдаем, как эти укронацисты бьют по мирным жителям. Уже они так переступили границу, что отправляют сюда непосредственно, хоть в Ростов, в Чеченскую республику, Осетию, беспилотные летательные аппараты, прямо в торговые центры, где погибают мирные жители. Это может касаться, если там кого-то нашего из гражданских убило, это означает, это для нас большая потеря. То есть не вижу другой каких-то мотивационных слов, чтобы сказать. Это должно всех взбудоражить изнутри. Перед отправкой добровольцам вручили расходные материалы и средства, предназначенные для оказания доврачебной помощи. Поддержка была оказана межрегиональной общественной патриотической организации «За Родину», которая регулярно оказывает внимание защитникам страны. Каждый из бойцов уверен, что сможет внести свой посильный вклад в общую победу над злом под названием неонацизм. Всем необходимым добровольцев обеспечивает региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. Гуманитарная помощь в количестве более 12 тонн доставлена в Курскую область для вынужденных переселенцев из зоны проведения военных действий против вооруженных сил Украины. Склады пополнились необходимыми товарами, среди них продукты питания и прочие необходимые вещи. Все это предоставлено благодаря очередной поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Доставка прошла силами сотрудников Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Волонтеры расфасовали весь груз в одинаковые пакеты для каждого обратившегося местного жителя. Здесь мы проводим очередную акцию регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Алазов Облдойцун по оказанию необходимой помощи жителям Курской области. Муку, сахар, макароны, гречку, крупы, масло, сладости, а также постельные принадлежности, средства личной гигиены и многое другое. Данная акция проводится региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова на регулярной основе не только в Курской области, но и на новых территориях России. В Ачхой-Мартановском районе состоялся предпринимательский саммит, на котором обсудили актуальные вопросы развития бизнеса в муниципалитете. О намеченных целях и задачах расскажет Мадина Нуцалчиева. Права, возможности и будущее бизнеса в Ачхой-Мартановском муниципальном районе. Под таким названием состоялся предпринимательский саммит в Доме культуры города Ачхой-Мартан. В качестве гостей мероприятия посетили первый вице-президент «Опоры России» Эдуард Амаров, глава района Ибрагим Бурсагов, заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Зелимхан Истамулов и другие официальные лица. Событие собрало около 500 представителей бизнеса и общественных организаций. У нас большое дома мероприятие, радость или горе. Мы же собираемся, вместе объединяемся, делимся опытом, делимся ресурсами и вместе решаем нашу общую задачу. Точно так же, когда речь идет о развитии предпринимательства, предприниматели, сами объединившись, могут сделать себя эффективнее в разы. Для участников саммита была подготовлена насыщенная программа. Основная часть мероприятия была посвящена перспективам и возможностям развития бизнеса в районе. Для собравшихся выступили представители различных отраслей, которые поделились своим опытом и рассказали о возможностях получения разнообразных мер господдержки на развитие своего дела. Также региональные бизнесмены смогли задать экспертам интересующие их вопросы. На территории Ачхой-Мартановского района, как и по всей нашей республике, созданы все условия для развития предпринимательства и бизнеса, и инвестиционная политика у нас открыта. Мы надеемся, что наши предприниматели и бизнесмены более активно будут уже вписываться в работу, в развитие бизнеса, в развитие социально-экономического развития нашего района. В рамках саммита состоялось еще одно значимое мероприятие для района – открытие нового офиса Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в городе Ачхой-Мартан. Мадина Нуцалчиева, Моусар Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская республика. В Центре исламской медицины республики отметили 16-летие со дня основания. За этот период работы он подготовил более 200 чтецов Корана и 1500 специалистов по хиджаме. Кроме того, клиника помогла множеству пациентам. Леонида Джамалдинова продолжит.
В исламском медицинском учреждении, который на протяжении многих лет служит оплотом здоровья и надежды, было реализовано множество инициатив, направленных на исцеление и восстановление людей. Уже 16 лет Центр служит маяком света и знаний, вдохновляя сердца своих прихожан и становясь неотъемлемой частью нашего общества. Здесь проводятся бесплатные медицинские консультации, где опытные богословы-целители делятся своими знаниями, навыками, занимаются лечением хронических и душевных заболеваний, совмещая традиционные и альтернативные методы. Центр стал причастен к многочисленным успешным историям, когда люди, включая женщин и детей, обрели веру в себя и свои силы, преодолевая душевные болезни. За 28 дней 18 килограмм вес набрать на шейлерцу. За 28 дней 18 килограмм. Ша медсестра Бог бешу ша лор юша. Жени лазар цемгар хила метик бачи хусмя. У меня все как аптека, чисто. Дочь. Цен юшье борцу. Так ишт адам насквозь гуш сан хиет кшен. Бохарцу. Так Кур'ан дешчи, Кур'ан аца, ца Кур'ан дешчи, шоз дешчи, цаагум гуч цадаларцу. Так ишталлам беш цусуна WhatsApp чухола, я айти. Смотри, бахцу, непроизвольно моя рука берет ручку и пишет что-то на бумаге, бах, я не знаю, что это. Так сурт так, я айтахсуна, я зинагал, я айтичи, бисмиллахи рахмани рахим ду арб маттах я зинцу. Арб маттах я зина, бисмиллахи рахмани рахим ду цу я зинаг. Ша арбо дош дövüşyats, iz bukva dövüşyats. Qo'zlar astun Qur'an deshchayna. Aqtun dagdoq. Qo'zlar Qur'an desh. Hins dagdi aqshin bo, sha berdol chayna ha, shin jin dadian. Ho hins jimyu, ho yoqqa khilaitin sha dugdordon. На базе учреждения есть стационар с комфортными условиями для пребывания пациентов. В основном здесь нашли исцеление приезжие из разных регионов России. Мы мучились дома, как лечить, по врачам ходили, все делали. Никакой результат не было, никакой. Вот обратились сюда, они сразу нас приняли и начали лечить. Вылечилась. Благодарность я описать не могу. Вот какой у меня чтобы дай Аллах, чтобы им всем здоровья и рай на том свете. И все, у меня слов нету. В честь исполнения 16 лет со дня открытия Исламского медицинского центра прошло знаменательное мероприятие «Мавлид», в котором приняли участие все богословы организации. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Число туристов, желающих посетить Чеченскую Республику, растет с каждым днем. Уникальные достопримечательности, особая атмосфера, национальная кухня и культура региона стала магнитом для исследователей новых мест. Как прошли выходные очередных гостей субъекта, узнавала Мадина Нуцалчиева. Несмотря на нетеплое время года, свой спрос Грозный не теряет. Туристы любят его за самые разные качества. Кто-то отмечает красоту столицы, а кто-то национальный колорит. Самые популярные точки на маршруте – мечеть Сердца Чечни, комплекс высоток Грозный-Сити, цветочный парк. Айгиз Шеймухаметов и Александр Лузин приехали в Кисловодск на спортивные сборы. Там ребята и увидели тур в Чеченскую Республику. В Чеченской Республике первый раз увидели тур и решили посетить это прекрасное место. Однодневная экскурсия, получается не гид, а как это называется? С гидом, да? Экскурсия. Да, экскурсия с гидом, и большая. да, куда они нас поведут, туда мы. Регион очень все красиво, очень чисто, ухоженный. Ожидания, да, совпали. А попробовали местную кухню уже, может быть? Нет, мы буквально 2 часа всего лишь в городе, и нас пока поводили, мы сходили в мечеть, сходили на высотку, посмотрели город сверху и еще не успели попробовать. Сейчас, наверное, уже пойдем и попробуем.
За последние 20 лет столица Чеченской Республики стала очень привлекательной для посещения. Сюда приезжают гости со всей России и из-за рубежа. Многие, побывав один раз, возвращаются в наш радушный край вновь и вновь. Здесь есть на что посмотреть и взрослым, и детям. Путешествуют целыми семьями. Понравилась мечеть. То есть просто очень, очень красиво, очень колоритно, как сказать. Я хотя сам не мусульманин, но то есть вижу, что здесь подходит к этому с душой. Город очень красивый, то есть если зимой здесь такая красота, то летом наверняка здесь все цветет, пахнет, погода, я думаю, замечательно. Поэтому, друзья, всем рекомендую, приезжайте в Чечню, в Грозный и на Кавказ. С каждым годом поток туристов в Субъект только возрастает. Это вполне можно объяснить тем, что руководство республики прикладывает все усилия для развития региона и реализует в нем самые смелые проекты. Создает туристические места, способные на долгое время оставить приятные воспоминания и множество позитивных впечатлений у гостей о Субъекте. Мадина Нуцалчиева, Лёма Мандиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Любители приключений приняли участие в захватывающем джип-туре по живописным горным локациям Чеченской Республики. Участники испытали все прелести внедорожного вождения и насладились уникальными видами. Далее тур по Лолита Исумов. Шум моторов полноприводных внедорожников, путешествия по пересеченной местности в высокогорье Чеченской Республики всегда приносит радость и восторг участникам. Их собралось много. Цель – покорить вершины и узреть всю красоту Галанчошского района, самого возрастного и значимого из всех муниципалитетов. Согласно некоторым историческим данным, наша нация берет свое начало именно с этих мест. Министерство Чеченской Республики уже на протяжении долгих лет, начиная с 2018 года, проводит и джип-туры, и пешие походы. В среднем в сезон туристический проводится около 10 джип-туров, разбивая по сезонам года: зима, весна, лето, осень. В джип-туре участвует 14 экипажей, 46 человек. Людям очень интересно, многие впервые на данном маршруте. Этот маршрут был выбран для того, чтобы его популяризировать. Это первый джип-тур по горному району в 2025 году. Однако их количество с каждым годом только увеличивается, потому что все больше и больше людей изъявляют желание покататься и не спеша насладиться видами. Маршрут проходит от исторических мест Терлой и башенного комплекса Никорой через знаменитое чистое озеро Галанчош. Энтузиасты проехали поселением Нашха и Пешха, а также через не менее известное Каменное войско. Впечатления передаются самые веселые. Многие места, многие районы посетил, и Галанчошский был единственный, который у меня оставался. Сегодня я как раз-таки закрыл этот пункт для себя. Зимой здесь виды прекрасные, и надеюсь попасть сюда еще и летом. Так что я очень доволен. По традиции, после поездки, длящейся до самого вечера, следует остановка на пикник. Организуется сотрудниками Министерства Чеченской Республики по туризму. Участникам нужно взять с собой только хорошую мотивацию для незабываемого отдыха. Торпал Али Тайсумов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском дворце волейбола имени Увейса Ахтаева прошло открытое первенство Чеченской Республики по волейболу среди юношей 2009-2010 годов. В соревнованиях участвовали 3 наших команды, 2 дагестанские и 1 из Северной Осетии. Основной целью стало продвижение здорового образа жизни среди молодежи. Участники показали высокий уровень подготовки, командный дух и стремление к победе в напряженных матчах. По итогам турнира первое место заняла команда «Батлик» из Дагестана. Серебряные медали достались осетинам, а бронзу завоевали учащиеся 5-й Грозненской школы. Конкуренции, когда мы выезжаем на СКФО ЮФО, первенство России, нам нужны такие игры с сильными командами. Поэтому мы решили практику проводить открытые первенства, особенно по среднему возрасту юношей. Поэтому это нам помогает на выездах. Первенство СКФО с каждого региона по одной команде. Мы можем выставить только одну команду от республики, лучшую. Собрать сборную. Вот на этой базе мы будем формировать сборную команду и выставлять.
этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах. С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.